Двор по улице Назарбаева – один из тех, которые в этом году было решено превратить в первоклассное общественное пространство. Помочь в этом должна была программа «Наш двор», в рамках которой и составлялся проект, и выделялись финансы, которые пока, извините за сравнение, успели только зарыть в землю и закатать в асфальт. Работы, по словам подрядчиков, здесь стартовали на месяц позже, чем планировали. Причина якобы в бездействии управляющей компании. Как говорят строители, целых 4 недели во дворе лежали спиленные деревья и мешали началу работ. Чуть-чуть раньше должны были начать это делать или нет? Нет, раньше как? Не получалось все по срокам, да? Да. Строители считают, что успевают, но до какого срока не знают даже жители. Во дворе не видно паспорта объекта, местные наблюдают за изменениями из окна и по пути на работу. Здесь были и карусели, и горки, было очень много зелени, скажем так. Сейчас, как видите, у нас плац, на котором мы будем бегать. Я не знаю, какая программа и как они ее разрабатывали, но, к сожалению, вот действительно у нас зелени практически не осталось. Всего 2 недели назад стартовали работы во дворе на улице Гагарина. Здесь между 67-м и 69-м домами рабочие только снимают старый асфальт, хотя в прошлом году к этому времени некоторые дворы уже сдавали. Здесь же, заверяют, завершат через 2 недели. Общее выполнение по дорожным работам составляет 64%, ниже на 12% по сравнению с планом текущего года реализации программы. О том, что работы по программе отстают от графика, говорили на совещании в Доме правительства в субботу. Я правильно понял, что мы по установке оборудования отстаем не только от плана 2024 года, но и от факта 2023? Да. С чем связано? То есть все время были доклады, что мы впереди идем, опережаем и так далее. То есть системный сбой какой-то, нет? У нас отставание, Алексей Валерьевич, наблюдается последние 1,5 месяца по всем видам работ. В первую очередь дорожные работы отстают, после них свет, а установка оборудования идет ровно следом после готовности дорожных работ. Среди отстающих по показателям последних 2 недель по дорожным работам Сармановский и Тетюшский районы. Как объясняют в Сарманово, им выделили почти 200 миллионов рублей. Причина отставания – ненастная погода. К сожалению, в последнее время погода нас не балует, постоянно дожди. И из-за этого второй слой асфальта у нас еще не проложено. И только из-за этого за последние 2 недели у нас динамика не очень большая. Надеюсь, в ближайшее время мы отставание догоним и завершим программу. В Институте развития городов напоминают, времени все меньше. Подрядчиков просят не затягивать процесс. На текущий момент систематического отставания у конкретных районов нет. Но мы продолжим контролировать сроки реализации программы. По районам, которые завершат работы позже, без каких-либо объективных причин, например, замены инженерных сетей или конфликтов с жителями, будут принимать решения руководства республики. Пока строители наверстывают упущенное, кураторы напоминают, по плановым показателям дорожные работы должны быть выполнены на 76%, пока только 64%. Рамиль Шайдулин, Дмитрий Дубаев, ТНВ, Сармановский район, Казань.